С брифинга комиссии по чрезвычайным ситуациям узнаем последние данные об аварийном отключении электроэнергии в заречных улусах республики. Предлагаем послушать. Коротко, если по аварийной ситуации, которая произошла 18 декабря 23:30 на линии Майя-Чорапча, можно доложить следующее, что как только авария была обнаружена, немедленно выехали аварийные службы с 3 участков. Это со стороны Чорапчинского района и со стороны села Майя. Аппарат примерно показывал 50 километров места аварии. И в течение ночи, к сожалению, до места аварии из-за труднодоступности и из-за большого покрова снега аварийные службы не доехали. И суть аварии мы к утреннему масштабу в 9 утра мы не знали. Под ограничение попали население в количестве 78 251 человек, из них 24 535 это дети, более 17 тысяч домов, и немедленно были развернуты работы по запуску дизельных электростанций по всем 5 районам и населенным пунктам, и также работы резервных источников питания по ресурсоснабжающим организациям, это котельным. И сегодня мы отмечаем, что с этой задачей при аварийной и внештатной ситуации наши предприятия справились, хотя во время работы дизельных станций на местах резервных источников питания в котельных в село Дергататинского района и село Бетюнцы в Амгинском районе, они у нас выходили из строя. И здесь вот надо дать должное нашим энергетикам, что они подключили по постоянной схеме, и у нас по работе 2 этих котельных мы дискомфорт не испытывали. При этом, конечно, есть штаб и оперативные группы работали в круглосуточном режиме. У нас нет претензий работы районов в области здравоохранения. И также нет претензий образовательным учреждениям. Надо дать должное министерствам, что они хорошо отработали. Безусловно, была небольшая, небольшие замечания в работе Ростелекома, в работе стационарных телефонов. Ну и, конечно же, безусловно, есть у нас замечания со стороны сотовых операторов. И до сих пор в некоторых населенных пунктах некоторые сотовые операторы не работают. В частности, Билайн, Мегафон, МТС. И здесь нам есть над чем работать. Сегодня Министерство инноваций и связи будет делать выводы над ошибками. И хочу сказать, что пока авария обнаружена, но не устранена, с 12 часов энергетик себе дают 3 часа времени для того, чтобы устранить эту аварию. Это связано с тем, что техника ехала долго, и отрицательные температуры требуют времени для отогрева техники, в частности, кранового оборудования, для того, чтобы устранить данную аварию. Авария обнаружена в 51-м километре от села Майя, 222-м и 221-м опорах. Авария связана с натяжением проводов и касанием траверсов и фазах АЭС. Я думаю, что энергетику указанному времени аварию устранят. Это был брифинг комиссии по чрезвычайным ситуациям об обстановке с аварийным отключением электроэнергии в заречных улусах республики. Мы продолжим следить за ситуацией.